не видим, например, нигде в других глубинных районах РСФСР и не видим даже в Средней Азии. Это комбинация факторов как внутреннего порядка, многонациональность Крыма, высокий уровень этнической мобилизации, потому что мы не забываем о том, что в период гражданской войны были образованы и партии Белиферка, и прошел первый Курултай крымско-татарского народа, действовала директория. К слову сказать, нынешний год это столетие Крымской Народной Республики, Конституции Крымской Народной Республики, что тоже дополнительно заставляет обратиться к этим сюжетам. Но также, конечно, это и факторы внешней политики, которые для большевиков в условиях изоляции начала 1920-х годов были крайне и крайне важны. К середине 20-х большевики публично были вынуждены отказаться от идеи мировой революции. Однако многие из старых коммунистов в последующем, это документы из Спарта, хранящиеся в Крыму, они фиксировали, что по-настоящему от идеи мировой революции, распространения идей коммунизма за пределами СССР, они не отказались. Так что Крымская Советская Социалистическая Республика, она создавалась с поправкой на необходимость экспорта большевистских идей на восток, в Турции и в Иран. 8 октября 1921 года ЦИК РСФСР утвердил положение с названием о Крымской Советской Социалистической Республике. 18 октября 1921 года было подписано постановление в ЦИК и СНК РСФСР об образовании Крымской Советской Социалистической Республики. И после принятия двух данных документов в центре, в Москве, здесь в Крыму началась активная подготовка к проведению первого Всекрымского учредительного съезда Советов, который начал свою работу 7 ноября 1921 года. Он работал в Симферополе на протяжении 5 дней. Напомню, что заседания Первого Всекрымского учредительного съезда Советов проходили в здании нынешнего Русского академического драматического театра. К слову сказать, с подмостки театра знают немного как таких ярких событий, как Первый Всекрымский учредительный съезд, так и трагических событий. Именно там проходил суд над Вели Ибрагимовым. Но ни одна из памятных досок на здании театра не напоминает о том, что здесь создавалась и конституировалась автономия, и здание театра было использовано в многих очень ярких политических событиях. Съезд продолжался до 11 ноября 2021 года. В работе его приняло участие 428 депутатов. То есть съезд был достаточно репрезентативный по количеству участников. Из них 357 были с решающим правом голоса. Одним из ключевых дней в работе съезда стало 10 ноября, когда Первый учредительный съезд Советов принял Конституцию Крымской Советской Социалистической Республики. Этот документ включал 33 статьи, которые были объединены в 6 основных разделов. Основой для этого документа стала Конституция РСФСР еще 1918 года. И в Конституции Крымской ССР основные реперы советского государственного строительства были повторены. Вот, в частности, статья 3 фиксировала следующее очень важное положение, я процитирую. Крымская Советская Социалистическая Республика заявляет о своей твердой решимости остаться одной из составных частей общей федерации Великой Российской Республики на началах тесного и полного политического и экономического объединения для совместной борьбы за торжество коммунистической революции. Исходя из этого, Крымская ССР принимает и вводит в действие на всей территории Крыма все законодательные акты, которые действуют в РСФСР. Как те, которые уже действуют, так и те, которые будут издаваться позже. Необходимо отметить, что в Конституции Крымской Советской Социалистической Республики очень существенное внимание было уделено декларированию решения насущных вопросов крымско-татарского народа. Начиная от вопросов языка, хотел бы напомнить, что государственными языками объявлялись татарский и русский. Именно так во многих документах
татарский, а татарский фиксируется государственный язык. И следующий сюжет, я процитирую. Крымская Советская Социалистическая Республика, утверждая равенство и право на развитие всех национальностей Крыма, отменяет все существовавшие ранее национальные и национально-религиозные привилегии и ограничения. Это было очень важное положение, которое выступило фундаментальной конституционной основой для проведения того комплекса мероприятий, которые известны как политика коренизации. При этом еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что фактически Крым стал такой важной площадкой для апробирования мер комплекса мероприятий национальной политики, хотя формально она была провозглашена в апреле 1923 года на 12-м съезде РКПБ. Но 21-23 годы стали в Крыму вот таким активным временем проведения мероприятий коренизации. Они проявились и в создании народных комиссариатов, и квотирования мест для крымских татар. Они проявились и в быстром развитии образования, несмотря на фактор голода 1922 года. И первым, может быть, не совсем удачным, но попыткам проведения аграрных реформ. Необходимо отметить то обстоятельство, что в Конституции фиксируется вот этот вектор внешней политики. Я хотел бы процитировать статью 2 Конституции, где было отмечено, что отныне Крымская Советская Социалистическая Республика становится в ряды тех федераций Великой Советской России, которые всем своим существованием провозглашают: только в условиях диктатуры рабочего класса и беднейшего крестьянства можно решить национальные противоречия. Так что вот этот фактор необходимости активной внутренней политики, он был фиксирован фактически с первого года существования советской власти. В тексте Конституции, в частности, в статье 3 определялось, что Крымская Советская Социалистическая Республика вместе с тем осознает, что она является только одним из отрядов Великой Пролетарской армии, и что без тесного союза с рабочими и крестьянами крепкой Советской Федерации невозможно успешное завершение построения новой свободной жизни в Крыму. Крымская Советская Социалистическая Республика заявляет о своей твердой решимости остаться одной из составных частей общей федерации Великой Российской Республики на основе наитеснейшего политического и экономического объединения для совместной борьбы за победу коммунистической революции. Вот эта связь с Центральной Россией, она реализовалась в очень многих факторах. Ну, во-первых, советская власть, напомню, была установлена в ноябре 1920 года, позже, чем в центральных регионах России и Украины, а это был 18-й год в условиях гражданской войны. И, конечно, за 3 года была проведена известная апробация опыта в сфере государственного строительства. Ну и, конечно, это решение кадрового вопроса. В центральные органы Крыма из Москвы, из Уфы, из Казани были направлены многие партийные работники, в частности, это заместитель председателя Совета народных комиссаров, а напомню, что СМК – это название правительства в Крыму, Сахибгей Саид Галиев. Он был направлен в Крым из Уфы по решению Оргбюро ЦК РКПБ. И Сахибгей Саид Галиев принял участие в работе Первого Всекрымского съезда Советов. Это один из таких известных очень национал-большевиков, наряду с Мирсаидом Султангалиевым, который в Крыму побывал несколько раньше, на рубеже марта-апреля 1921 года, принимал участие в заседаниях так называемого Татбюро Крымского обкома партии, то есть оказал практическую помощь в становлении вот этой структуры в обкоме партии. И Саид Галиев, выступая на Первом Всекрымском съезде, отмечал следующее. Я процитирую. Крымский полуостров, который находится на границе, является пунктом, который играет важную роль в международных взаимоотношениях. Насколько нам удастся тут построить наше хозяйство, настолько верной будет наша политика.
настолько благоприятно скажется это влияние на Ближнем Востоке, на турецких рабочих и крестьянах. Если же мы отклонимся в ту или иную сторону, то можем навредить тем великим завоеваниям, за которые мы проливаем кровь уже на протяжении 4 лет. Надо сказать, что вопрос о создании Крымской Советской Социалистической Республики был очень острым и очень